Такую тишину в зале ожидания Грозненского аэропорта застанешь очень редко. С момента основания он претерпел множество изменений. Прежде всего, они коснулись внешнего вида и технических характеристик. После 2 военных кампаний аэродром был практически полностью разрушен. Но по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова были начаты строительные работы по восстановлению аэропорта. В марте 2007 года в Грозном приземлился первый за 10 лет самолет. Уважаемые пассажиры, в секторе досмотра продолжается посадка на рейс 154 Грозный, Москва, Домодедово. Сегодня это международный аэропорт, способный принимать воздушные суда практически всех модификаций. 450 работников войнах авиа в день обслуживает около 600 пассажиров и принимают в среднем по 5 рейсов. В будущем планируется увеличение взлетно-посадочной полосы на 1100 метров, что, безусловно, повлияет на статус аэродрома. Стоянка 7 по разметке Redwings 100 полсотни 3. Посадка Redwings 153, 16-10, стоянка 7, встречаем. Это святая святых аэропорта – кабинет производственно-диспетчерской службы предприятия. С того момента, как шасси самолета коснулись посадочной полосы, указание воздушному судну передает наземный диспетчер. Он предупреждает о посадке, готовит службу к приему борта и провожает самолет до парковки. Такие же действия, только в обратном порядке, происходят и во время взлета. В любом аэропорту воздушные суда не просто так приземляются, а накануне дня вылета появляется так называемый суточный план, и его необходимо выполнять. То есть, если пассажиру простому это объяснить, мы занимаемся подготовкой рейсов к вылету, приему к вылету, чтобы пассажир себя в аэропорту чувствовал комфортно, чтобы, естественно, он вылетал вовремя. И кроме этого, мы также занимаемся информационной работой. Основная авиакомпания, которая работает в Грозненском аэропорту, Грозный Авиа, которая совершает регулярные рейсы в Москву, а также в Симферополь. Помимо этого, рейсы из столицы Чечни совершают и такие компании, как Ютаир, Redwings, Авиа-Аста КЗ и Авиатрафик. Присутствие такого количества конкурентов может загнать Грозный Авиа в угол, и компания будет вынуждена переориентироваться на воздушные перевозки из других регионов. До сих пор авиакомпания держалась на нашем основном рейсе, который мы накатали за 7 лет. Это рейс Грозный-Внуково. На это направление сели авиакомпании Ютаир и авиакомпании Redwings. Конкурировать с ними на самолетах Як-42, а у них-то самолеты Боинги и Airbus. Мне конкурировать будет тяжело. У нас расход керосина в 1,5 раза больше, чем на тех же Боингах и на Airbus'ах. А тариф билета, 60% тарифа билета – это стоимость керосина. Совсем недавно компания Грозный Авиа ввела в эксплуатацию единственные в России электронные банкоматы для покупки билетов. Теперь в очереди стоять не приходится. 2 минуты, и вы уже забронировали себе место в самолете. Удобство и повышение качества обслуживания заметили буквально все пассажиры. Первый раз летаю в данной авиакомпании и первый раз в Грозненском аэропорту. Все отлично, все очень четко, прилет без задержек, все здорово, быстро выдали багаж, быстро подъехало такси, поэтому все супер. Да, нам нравится работа этой службы, так как у нас мы живем в городе Новый Уренгой, то есть за 5000 километров отсюда, и всегда приходится летать авиакомпаниями. Здесь всегда спокойно, тихо. В скором времени в Грозненском аэропорту активную работу по перевозке пассажиров начнут и новые авиакомпании. Редкие рейсы суперджетов и боингов теперь уже станут каждодневными. Соответственно, значительно увеличится и география пассажироперевозок. Ислам Агамадов, Магомед Сулейманов, Ислам Цамаев. Новости 7.